Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара и я ее ведущий Нарсула Бухпа. Расскажем коротко о самых главных темах в сегодняшнем выпуске. Армянские мотивы, кухня и наследие предков. Фестиваль Амшен собрал в селе Алахадзе представителей всех армянских общин республики. Держатели карт АПРА смогут оплачивать товары и услуги на российских маркетплейсах, а также осуществлять переводы на карты МИР. Более 30 работ представлены на второй выставке Союза художников-оружейников Абхазии, которая открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Традиционный армянский праздник Амшен прошел в селе Алахадзы Гагарского района. В этом году он проводится уже 5-й раз подряд. Главная цель праздника – возрождение и сохранение традиций амшенских армян в Абхазии и, конечно же, единение народа. На празднике были представлены стенды всех районов Абхазии, а также стенд Российской Федерации. Гостей угощали армянскими национальными блюдами. Также была организована большая концертная программа. Праздник посетил президент Аслан Бжания, который попробовал традиционные блюда и поднял тост за процветание страны. Все подробности в репортаже Асиды Малия. Когда радуется душа, устоять невозможно. Хочется петь и танцевать. Традиционная музыка армян в Абхазии знакома своими мотивами, как и сами представители этой нации. Конечно же, армяне, перекочевавшие когда-то из региона Амшен Западной Армении, твердо обосновались здесь, в Абхазии, став ее неотъемлемой частью. Ведь коренной народ их радушно принял. Возможно, поэтому армянам удалось сохранить и приумножать свои культурные ценности. Принадлежности, которые остались с нам от наших предков, которые привезли с собой во время армянского геноцида. Действительно, это наших прабабушек. Получается 110 лет почти. С 15-го года у нас. Мы здесь обосновались. Старинная деревянная ступа. Вот когда жарили рыбу, хамсу жарят. Вот так вот. Сюда складывают хамсу. Потом, смотрите, вот так. Раз. И она осталась здесь. И потом скидываешь обратно сюда. Фестиваль Амшен создан как раз для того, чтобы армянские общины, проживающие в Абхазии, встречались на одной культурной площадке и называют его праздником дружбы и единения. Фестивалю уже 5 лет. Глава республики Аслан Бжания посетил праздник в павильонах, установленных по периметру стадиона села Алахадзе. Предлагали испробовать блюда, приготовленные специально к празднику. Конечно же, звучали поздравления и еще много теплых слов во время поднятия тостов. В армянском празднике абхазскую национальную кухню представили в павильоне торгово-промышленной палаты Абхазии, а русскую кухню в павильоне Координационного союза организации русских соотечественников Абхазии. Праздник изобиловал угощениями, а для деток предусмотрели и развлечения. Очень нравится этот праздник, этот фестиваль. Его проводят, как я знаю, по-моему, ежегодно. И мне в самом очень здесь нравится. Правда, очень много человек, можно легко запутаться, потеряться. Арбуз попробовали. Много чего попробовали. Официальная часть праздника – концерт, перед началом которого почтили память ушедших. Участников и гостей праздника приветствовал глава армянской общины Абхазии Алик Минасян. Как принято, что с 2016 года, когда первый раз состоялся праздник, нам удается сохранять традиции и собираться теплым кругом, неся культуру и быт традиционных амшенских армян. Сегодня у нашего праздника первый юбилей – 5 лет. Чем сердечно всех нас поздравляю! С поздравительным словом выступил глава республики Аслан Бжания. Хочу поприветствовать всех участников фестиваля Амшен, ставшего уже традиционным, ежегодным ярким и красочным событием в жизни не только армянской общины, но и всего многонационального народа Абхазии. Вследствие исторических причин мы все стали единым народом Абхазии, вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания. Все мы граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой. Армянская община Абхазии имеет длительную и содержательную историю вклада в развитие Абхазии.
В советское время на территории Абхазии были открыты десятки сельских и городских армянских школ. Это было отражением роста населения и развития культуры. Президент подписал указ о присвоении почетного звания заслуженных учителей Феликсу Джидарян и Викиян и Вартуш Хамаян. Также глава республики персонально поздравил Хачика Минасяна, бывшего главу армянской общины, принимающей активное участие в общественной жизни. В этот день ему исполнилось 75 лет. Армянская община преподнесла Хачику Минасяну пушистый подарок породистого щенка. С днем рождения! С днем рождения! С юбилеем! Долгих и счастливых лет вам! Концертная программа была насыщена номерами, звучали абхазские, армянские, русские песни. Творческие коллективы порадовали выступлениями. Между тем, за пределами концертной зоны люди продолжали посещать павильоны, в которых без устали угощали желающих. Сейчас, правда, уже мало что осталось. Вот, например, гапама, шашлык, наши голубцы знаменитые, хачапури, фасоль и так далее. Например, у нас сегодня кавурма. Мы ни у кого не видели ее. Кавурма – это тоже по-русски тушенка, но она у нас вот в таком виде предоставлена, вот, в холодном виде. А из чего это? Это говядина, натуральная говядина. Для хранения. Мясо для хранения. Понимаете, то, что вот сплоченность, мир, никаких разногласий нету, вот это радует. Все мы под одним ходим, делиться не надо. Всегда дружные, любят друг друга, уважают традиции обязательно. Я, во-первых, поздравляю с нашим праздником. Здоровья, удачи, чтобы всегда было вот такой столы, чтобы мы вот так собирались, радовались. Праздник осени Амшен собрал сотни людей, вкусные угощения, развлечения, самое главное – общение. Ведь задача этого праздника – это объединить культуры. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Спецтранспорт медицинского управления МЧС Абхазии оснастили мобильной системой телемедицинской связи. Данная система не имеет аналогов как в Абхазии, так и в Российской Федерации. По словам специалистов, система позволяет дежурной бригаде медиков в режиме реального времени в пути следования реанимобиля связываться с любым лечебным учреждением России для консультаций со специалистами различного профиля. В случае необходимости показания телеметрических приборов могут выводиться в онлайн-режиме для непрерывного контроля состояния пострадавшего. Установленная система прошла успешные испытания в тестовом режиме. По словам главы МЧС Абхазии Льва Квициня, данная система существенно повысит возможности работы бригад медицины катастроф при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и доставке пострадавших в лечебные учреждения. Проблемы с канализационным водоотведением и вышедшие из строя рентген-аппарат и флюорограф. Министр здравоохранения Эдуард Будба проверил работу туберкулезного диспансера. Здесь также необходим новый биохимический анализатор для лаборатории и локальное очистное сооружение. Сметная документация на сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей уже подготовлена. По итогам проверки Эдуард Будба отметил, что все вопросы будут решаться поэтапно. На стационарном лечении в туберкулезной больнице на данный момент находятся 16 пациентов. Амбулаторно помощь получают 48 человек. В Крыму прошла церемония прощания с останками героя Великой Отечественной войны, уроженца Абхазии Ризабея Хиба. Волонтеры отправили их на родину красноармейца вместе с его личными вещами. Церемония прошла на территории Ленинского района, где он и был найден, сообщает Вести Крым. Останки отвезут в Новороссийск, где их встретят делегаты из Абхазии. До этого дня красноармеец числился пропавшим без вести. Захоронение останков Ризабея Хиба состоится 9 ноября в Сухуме. Личные вещи бойца, который погиб в 1942 году
освобождая нашу землю. Останки уроженца Абхазии будут похоронены в торжественной обстановке у себя на родине. Совсем скоро держатели карт АПРА смогут оплачивать товары и услуги на российских маркетплейсах, а также осуществлять переводы на карты МИР. О нововведениях Банка Абхазии в материале Гугуцы Вардани. Новая услуга позволит держателям абхазских банковских карт АПРА выполнять переводы на карту любого российского банка. Проект будет внедрен к концу 2023 года. На первоначальном этапе держатели карты АПРА смогут проводить эту операцию при помощи банкомата. Онлайн-взаимодействие автоматизированной банковской системы коммерческих банков с процессинговым центром Банка Абхазии. Именно этот функционал позволит коммерческим банкам получать в онлайне, точнее клиентам банков получать в онлайне движения по своим счетам, остатки. На втором этапе банки разработают свои приложения, с помощью которых также с карты можно будет переводить деньги на любую карту российского банка. Естественно, сейчас напрямую в Банк Абхазии люди не обращаются, но мы от коллег из коммерческих банков слышали разговоры, было бы хорошо внедрить переводы не только с карт МИР на АПРу, что уже давно реализовано, а и в обратном направлении с карт АПРа на карту МИР. Мы знаем, что на территории Республики Абхазия у большинства граждан Республики Абхазии есть карты международных платежных систем МИР, вне зависимости от банка Тинькофф, Сбер, Альфа. Не имеет значения. И поэтому самим гражданам Республики Абхазия такой функционал, он тоже интересен. Зарплату получаем на АПРу, но для того, чтобы пользоваться интернет-коммерцией, переводим эти деньги на карты МИР. Работа над проектом шла около 2 месяцев. Опять же, так как проект он межсистемный, мы, с нашими коллегами из национальной системы платежных карт МИР этот проект вели на протяжении этих 2 месяцев. Они оказывали нам посильную помощь в реализации этого проекта. Со своей стороны технически всю основу готовили мы. Они предоставляли нам тестовые стенды для того, чтобы мы проводили пилотные тестовые испытания для проверки корректности работы данного функционала. В общем, в целом вся наша работа построена так, что если что-то межсистемное мы, внедряем, коллеги из НСПК всегда нас в этом плане поддерживают. Также специалисты работают над проектом бесконтактной оплаты картой. Речь идет о том, что именно пин-код нужно будет вводить, чтобы мошенники не воспользовались в случае хищения карты. Именно речь идет о том, что карту просто можно будет приложить к мобильному POS-терминалу. Что касается пин-кода, мы знаем из опыта работы с картами других платежных систем, других банков, что зачастую какие-то платежи осуществляются без ввода пин-кода. Данная возможность, мы думаем, тоже будет предоставлена нашим держателям, но этот вопрос нам нужно будет, наверное, обсуждать совместно со всеми банками, ввиду того, что карта может быть похищена и кто-то может неправомерно завладеть средствами, но какой-то небольшой платеж, образно говоря, стоимости кофе или что-то в таких диапазонах можно будет осуществлять без ввода пин-кода, но это вопрос организационный, не технологический. Для данного функционала работает система фрод-мониторинга. Это технология борьбы с мошенничеством, которая позволяет предотвращать такие схемы, как кардинг, перехват данных пользователя в приложениях и интернет-магазинах, а также снятие средств с утерянных или украденных карт. Гугуца Вардани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Мцара Зураби Алани, который подозревается в культивировании растений, содержащих наркотические средства. Подробности в оперативной съемке МВД. Следственным подразделением Гудаутского РОВД расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении Алани Зураби Гулевича, 1963 года рождения, по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 223 пункта Б части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
При обследовании жилища приусадебного участка по месту жительства последнего в селе Мцара Гудаутского района сотрудниками милиции обнаружено изъято наркотическое средство марихуана свыше 17 грамм, что является особо крупным размером, а также 6 корней растения конопля южно-краснодарская, которые, согласно проведенному исследованию ВКЦ МВД Республики Абхазия, являются наркосодержащими. Оперативную информацию реализовали сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Гудаутскому району. В отношении Зураби Алани решается вопрос об избрании меры пресечения. Более 30 работ представлены на второй выставке Союза художников-оружейников Абхазии, которая открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Композиция представлена ножами, кинжалами и 2 копьями абсильских доспехов. Выставка будет доступна для посещения до 10 ноября. С удивительными работами талантливых мастеров ознакомилась Рада Чачава. Вторая отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии открылась в Сухумском ЦВЗ 6 ноября. В экспозиции представлены абхазские ножи, наконечники, топоры. Авторами представленных работ стали Дмитрий Дюба, Александр Белый, Давид Джопуа, Адгур Какоба, Станислав Какоба, Гурам Чкадуа, Тимур Дзидзаря, Батал Джапуа и многие другие. Это очередная отчетная выставка Союза оружейников Абхазии, на которой представлены работы мастеров, которые входят в этот союз. Представленные работы здесь разноплановые: абхазские ножи, наконечники алабаща, кинжалы, шашки и доспехи воинов, представленные в этом году. В экспозиции представлено более 30 работ, поражающих не только искусным исполнением, но и разноплановостью. В изготовлении экспонатов использовались самые разнообразные материалы – сталь, в том числе дамасская, медь, рога буйвола, красное дерево. Как рассказал председатель Союза художников-оружейников Абхазии Тимур Дзидзаря, на выставке представлены работы, которые были сделаны мастерами-участниками Союза за последний год. Будут после окончания выставки, как у нас полагается, будет создана комиссия, и у каждого автора будет отобрана одна работа, которая пойдет в фонд нашего союза. В этом году мастера были предоставлены сами себе, они сами выбирали те предметы, которые будут выставлять. Исходя из нашего 2-летнего опыта, мы тоже приходим к каким-то выводам. И по окончании нашей выставки мы проведем собрание. И предварительные разговоры были такие, что уже на следующий год мы будем спрашивать у мастеров, что они планируют, и где-то корректировать и предлагать им уже те предметы, которые раньше не выставлялись, чтобы более разнообразные виды оружия мы могли представлять. Тимур Дзидзаря также рассказал, что проведение отчетных выставок считает важным для деятельности Союза, ведь оружейная культура Абхазии испокон веков была разнообразной и интересной, а выставки помогают ее развитию в современности. Прежде всего, мы Союз создали именно для этого, чтобы возродить, развивать нашу оружейную культуру, которая у нас была очень богатой. И мы сами развиваемся на выставке, мы смотрим свои работы, слышим пожелания тех людей, которые приходят, знакомятся с нашими работами, нам что-то подсказывают, дают нам вдохновение для дальнейшей работы. Выставки важны для этого. Отдельная экспозиция выставки посвящена абсилийским доспехам VI века, воссозданным Баталом Джапуа. Доспехи состоят из кирасы, шлема, наплечников, юбки, обмоток на голени и пояса. Они собраны из 920 металлических пластин, окрашенных в цвет старого золота и отделаны по краям кожей. Шерстяная туника отделана тесьмой ручного плетения. Пояс круглого плетения также ручной работы. Рада Чачава, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.
Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало Чимчирской школе номер 2 мобильную лабораторию по химии, сообщает «Спутник» со ссылкой на директора школы Илону Домени. Недавно ЮНИСЕФ отремонтировал и оборудовал в школе кабинет химии, а мобильная лаборатория дополнила его. Подключить лабораторию в школе планируют в ближайшие дни. Ранее Погрануправление ФСБ России в Абхазии подарило мобильную лабораторию по биологии Галской школе номер 1. Детский хореографический ансамбль «Афортын» из Гагры стал обладателем гран-при фестиваля «Гордость страны» в Москве. Юные танцоры выступали в номинациях «Народный танец» и «Танцы народов Кавказа», и в каждой из них заняли первое место. Затем прошел конкурс среди коллективов, занявших первые места, по итогам которого жюри присудило гран-при гагрскому ансамблю. «Афортын» представил на фестивале абхазский народный танец и дагестанский лакский танец, который исполняют девушки. Всего в фестивале участвовало 100 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 9 ноября, на территории Абхазии ожидается дождь и гроза, местами возможен град. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.